Уважаемые участники заседания, кыргызская сторона поддерживает принятие внесенных и прошедших процедур согласования вопросов повестки дня. Мы поддерживаем приоритетные направления, заявленные Республикой Беларусь на период председательства в ОДКБ. Готовы оказать всяческое содействие для их успешной реализации. Выражаю надежду, что в период белорусского председательства сторонам удастся достичь взаимопонимания по имеющимся вопросам и реализовать все планы во благо общего мира и поддержания стабильности. К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями глобального геополитического противостояния и, как следствие, возникновения новых рисков и вызовов для коллективной безопасности. В период сложных и тотальных перемен в мировой системе безопасности, когда применяется широкий спектр политических, экономических, информационных, военных методов и средств, необходимо последовательно активизировать сотрудничество для обеспечения своевременного реагирования на меняющуюся ситуацию. Активно используются идеи экстремизма, активизируется транснациональная организованная преступность, что создает новые эпицентры кризиса, напрямую угрожающие безопасности всех членов организации. Кыргызская республика заинтересована в укреплении потенциала организации как многофункциональной региональной структуры по поддержанию безопасности и стабильности в регионе. В этом контексте поддерживаем общие подходы по совершенствованию имеющихся механизмов, направленных на повышение эффективности борьбы с вызовами и угрозами безопасности. Консолидированное видение имеющегося спектра угроз изложено в нашем итоговом политическом документе Декларации Совета коллективной безопасности. С начала 2022 года к нашей организации обращено пристальное внимание. Безусловно, оценка ее деятельности носит как положительный, так и негативный характер. В этой связи сохраняется необходимость консолидации усилий по повышению имиджа организации и демонстрации ее эффективности в решении актуальных проблем. Одним из важных условий считаю повышение политической составляющей и укрепление международного имиджа организации. В качестве основополагающего принципа ОДКБ предлагаю провозгласить и продвигать лозунг ОДКБ «Территория мирного и дружественного сосуществования». Дорогие друзья, в рамках ОДКБ в первую очередь заложена приверженность всех государств-членов организации приоритетному использованию политико-дипломатических и правовых средств для защиты национальных интересов. Очень важно, что в основополагающих документах ОДКБ государства обязались развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, отказа от применения силы, соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. Основой и незыблемый принцип создания ОДКБ заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и служат делу мира и безопасности. Кыргызская республика всегда была, есть и остается приверженной позиции о необходимости решения любых разногласий исключительно политико-дипломатическими методами за столом переговоров. На фоне нестабильной геополитической обстановки в мире, влияния негативных процессов на безопасность и стабильность государств-членов нам следует опасаться возникновения в рамках ОДКБ кризиса доверия. Однозначно, разрозненность дружественных и добрососедских народов может быть использована в ущерб интересам стран, что недопустимо. Считаю необходимым консолидировать усилия в обеспечении безопасности на внутренних границах с учетом афганского фактора. В этой связи считаю целесообразным создание эшелонированной системы охраны границ ОДКБ и формирование
на кыргызско-таджикском участке государственной границы второго рубежа, как это было после баткенских событий 1999 года, после вторжения боевиков из Афганистана на территорию Кыргызстана. Уважаемые коллеги, терроризм представляет серьезную угрозу безопасности государств-членов ОДКБ. Совместная подготовка органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности организации должна быть нацелена на антитеррористическую тематику. Отмечаю успешное проведение в текущем году на территории Кыргызстана учения «Кобальт-2022» с участием подразделений специального назначения государств-членов ОДКБ. В рамках этих учений прошел оперативный сбор представителей сил специального назначения органов национальной безопасности государств-членов ОДКБ, который продемонстрировал общее понимание необходимости совместной работы на международном и региональном уровнях в сфере противодействия новым вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ. Мы и далее готовы содействовать совершенствованию совместной оперативной и боевой подготовки для укрепления системы коллективной безопасности, а также своевременному и эффективному ответному взаимодействию на попытки негативного влияния извне. Мы, члены Военно-политического союза, которому исполнилось в этом году 30 лет, можем откровенно рассуждать о прошлом и будущем. Выражаю надежду, что будут сделаны правильные выводы и удастся не только сохранить, но и приумножить совместные усилия для повышения эффективности деятельности нашей организации. На повестку дня, в зависимости от ситуации, выходят насущные вопросы, которые нужно решать сообща. Произошедшие в текущем году события вызвали необходимость проведения лидерами государств-членов ОДКБ ряда внеочередных сессий Совета коллективной безопасности. По их результатам проведена работа по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы организации, регламентирующей вопросы кризисного реагирования. Выражаю надежду, что к следующей сессии нам удастся выйти на консолидированный документ. Кроме этого, была сформирована миссия ОДКБ для мониторинга обстановки в отдельных приграничных районах Республики Армения. Предоставляется целесообразным инициативу армянской стороны переформатировать в типовой документ с целью его возможного применения для изучения потенциальных угроз, либо произошедших кризисных ситуаций внутри организации и на ее рубежах. Уважаемые коллеги, в завершение хочу подтвердить, что Кыргызская республика заинтересована в укреплении потенциала организации как действенного механизма региональной безопасности. Выражаем готовность к дальнейшим совместным действиям по совершенствованию системы коллективной безопасности. Вновь поздравляю армянскую сторону с успешным завершением председательства и желаю больших успехов белорусской стороне. Одновременно хочу поблагодарить генерального секретаря ОДКБ Станислава Васильевича Зася за активную и плодотворную работу в столь непростой период. Имангали Нургалиевич Тазмагомедов, которого мы все знаем как опытного государственного и политического деятеля Республики Казахстан, уверен, приложит максимальные усилия на посту генерального секретаря для эффективного функционирования нашей общей организации.